Спасибо, Шемаз. Здравствуйте, уважаемые зрители. Апснахабар продолжает работу. Напоминаю, подписывайтесь на нас, делитесь нашими видео в социальных сетях, чтобы больше и больше зрителей было у этого контента. Я рад приветствовать в нашей студии Заура Борова, ветеран Отечественной войны, кавалер ордена Леона. Спасибо, что приняли наше приглашение. И сразу же хочу сказать, что настолько интересно беседовать, что я попрошу о следующих встречах еще до начала этой. Добрый день, во-первых. Во-вторых, спасибо вам за приглашение. Спасибо. Первый вопрос – это опыт Абхазии 30-летней давности и участие и добровольцев, и лично ваш опыт. И хотелось бы об этом немного поговорить, а потом уже мы проведем такую нить, красной нитью, дойдем до сегодняшнего дня и попробуем заглянуть в будущее. Когда все вспоминают опыт той войны, все почему-то начинают рисовать карты, стрелки, там, рассказывать, какая железка дальше кидает или стреляет, и все забывают самый важнейший опыт той войны. Если не ошибаюсь, Эдуард Амбросевич Шеварднадзе назвал конфедерацию бумажным тигром. То есть основной идеей той войны это была идея простая. Абхазы – это маленький этнос, который ни на что не способен. Ну, цифры считались 60, 80, 100 тысяч. Каркарашвили, помню, если нас погибнет столько, вас погибнет столько. Первый опыт, который мы извлекли из той войны, что абхазов не 100 тысяч, не 60, а очень даже много. Абхазия – это часть большого мира, абхазо-черкесского мира. И мобилизационный потенциал этого мира оказался удивительным для всех. То есть огромное количество людей на Северном Кавказе, в Турции, в Сирии, в Иордании были непосредственно заинтересованы в том, чтобы оказать помощь своим братьям. Они считают абхазов не союзниками, не там друзьями, не кем-то, они считают их родней. Закон абхазского, черкесского общества, разницы нету, он один: окажи помощь своему родственнику. Выяснилось, что мобилизационный потенциал Абхазии совершенно не такой, о каком думали все. Выяснилось, что он очень большой, в некоторой степени не только соизмеримый с мобилизационным потенциалом Грузии, но даже и превосходящий его. Вот это оказалось первым неприятным для многих, значит, знанием и приятным для Республики Абхазия. Вторая проблема. Ничего нового не произошло. Абхазский народ очередной раз понял, что защищать себя он должен сам. То есть все большие политики, они любят торговаться. И обычно разменной монетой для них становятся те, кто считают себя маленькими, слабенькими, ими торгуют, их дарят, перепродают и так далее и тому подобное. Абхазия решила защищаться, и у нее это получилось. Это вот второй опыт. Это бесценный опыт. Мы должны помнить эту историю. Залогом свободы и независимости Абхазии является ее армия. И больше никто. Армией Абхазии является ее народ. Потому что основная наша армия, и это мы поняли во время войны, это не профессионалы, не кадровый состав. Мы не можем позволить себе в силу нашего маленького бюджета иметь какую-то там очень технологичную, очень современную, очень богатую армию. Нет у нас таких денег. Но у нас есть народ, который всегда готов встать на защиту Республики Абхазия. Он является армией. И поэтому возникла глупейшая для всех ситуация. Выяснилось, чтобы завоевать Абхазию, нужна маленькая мелочь такая. Надо уничтожить народ Абхазии. Вот все. Соответственно, во-первых, это невозможно. Просто невозможно. Нет, конечно, можно уничтожить, сбросить ядерную бомбу и так далее и тому подобное, но уже 20 век, 21 никто на такое преступление в мире не пойдет. И как я сказал, мобилизационный потенциал абхазского народа, он большой.
и неизвестны никому, в том числе и абхазам. Никто не знает, сколько сюда придет. 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч. Поэтому, я думаю, это самые важнейшие вещи, которые мы поняли в ту войну. Вторая вещь, которую мы поняли в ту войну. Важнейшую роль в любой войне играет мораль. Важнейшую. Мораль важнее пушек, важнее танков, важнее дронов, важнее чего угодно. Мораль абхазской армии, абхазского народа находилась в 92-93 на высочайшем уровне. В буквальном смысле слова на высочайшем. Конечно, в Абхазии тоже были случаи, там, я не знаю, дезертирства, бегства. Ну, без этого не бывает ни на какой войне, но они не были массовыми. Абхазская армия не знает того, чтобы абхазские подразделения бежали с поля боя, бросали своих раненых. Да? То есть это исключительные исключения, которые можно практически не упоминать. Приблизительно с 3 сентября, через 2 недели после начала войны, абхазская армия практически атаковала постоянно. Постоянно. И что было основным оружием абхазской армии? Многие думают, там танки, пушки нам передали 2 куска железа, 8 снарядов. Нет. Основным оружием абхазской армии было желание освободить Абхазию. Отстоять свою свободу и отстоять свою независимость. Вот это желание двигало армией, и без этого желания армия в Абхазии невозможна. Потому что, еще раз повторяю, это не профессиональная, не контрактная армия. Она не скреплена уставами, она не скреплена законами военного времени, она скреплена моралью. И вот в Абхазии мораль была на таком уровне, что она скрепляла эту армию лучше любого железа, лучше любого бетона, лучше любого цемента. Я считаю, что вот это самый большой опыт той войны. Спасибо. Когда мы говорим в вашем лице о добровольческом движении, например, да, наверняка какие-то идеи, да, не какие-то определенные идеи толкали, помогали, и были определенные надежды. Я, наверное, сейчас задам сложный вопрос для абхазского, да, общества и для наших братских взаимоотношений, но зачастую слышишь, видишь, в том числе там, в социальных сетях, что есть некое разочарование тем, какого успеха или неуспеха смогла добиться Абхазия, скажем, за 30 лет. Какой анализ лично вот ваш по поводу, чего мы смогли добиться за эти 30 лет или чего не смогли? Я в этом смысле вот, хотел бы вот развернуто поговорить, потому что тема, она многих волнует. Разочарование, конечно, есть. Я подозреваю, что разочарование в черкесском обществе такое же, как и в абхазском. Уровень одинаковый приблизительно. И если бы у нас не было разочарования, это значит, мы остановились на месте и мы не развиваемся дальше. Конечно, есть разочарование. Когда была война и тяжелая война, всегда всем казалось, что вот она завтра закончится и сразу у нас будет счастье. Да? Вот огромное, большое счастье. Счастье не случилось, хотя оно есть. Мы просто не привыкли его ценить. 30 лет в Абхазии никого не убивают, не сыпятся бомбы, да, там, не стреляют, не взрывают, женщины и дети не вынуждены скитаться, как беженцы. Мы забыли, что это было возможно. А этого всего не происходит. Абхазцы живут на своей земле, дети ходят в школу, развиваются, здесь мир. И этот мир, благодаря вот той войне и той абхазской армии, мы перестали это ценить. А это как бы есть, это хорошо, это развивается. Выросло целое новое поколение. Я его иногда называю поколение победителей выросло. Да? Выросла молодежь, которая не верит, что можно проиграть, да? Которая не верит, что вообще возможно, что их кто-то выгонит с этой родины и так далее и тому подобное. То поколение наше, оно битое было Советским Союзом, там, не знаю, воспоминаниями о русско-кавказской войне. Нет, выросло новое поколение, хорошее. Другое дело, конечно, мы надеялись на что-то другое. Хотели бы мы, чтобы Абхазия была интегрирована в весь мир? Конечно, хотели. Хотели мы, чтобы по абхазскому паспорту можно было улететь в любую страну? Конечно, хотели.
А хотели мы, чтобы в Абхазии, там, я не знаю, экономическое чудо было, типа какого-нибудь Сингапура? Конечно, хотели. Многого из этого не получилось. Огромное количество не получилось решить проблем из-за отношения мира всего остального к Абхазии. Но и огромное количество проблем из-за того, что в Абхазии где-то были плохие специалисты, где-то не такое управление. Ошибок было много? Конечно, много было ошибок. Все это вкупе привело к тому, что есть час. Какое самое большое разочарование у черкесов? Черкесы не пришли сюда помогать и защищать абхазам. Вот помогать абхазам и защищать Абхазию. Нет, в ту войну черкесы пришли защищать Черкесию. Они пришли защищать свою культуру, свой этнос. Да? Почему? Потому что они считают Абхазию частью черкесского мира. Они считают, что свобода и независимость Абхазии – это их свобода и независимость. Да, это для них, ну, грубо выражаясь, это их дом. Вот Эрдоган же сейчас выдвинул такой лозунг «Два государства, один народ». Да? Вот черкесы этот лозунг выдвинули еще в 1992 году. Государства могут быть разные, но народ один. И наше разочарование, что абхазцы не так быстро развиваются. Что они не до такой степени абхазцы, как мы хотели бы, чтобы они были, да, и так далее, и тому подобное. Ну, эти разочарования, они в большой степени объективны, но и в большой степени субъективны. Какой баланс, сложно сказать. По поводу черкесского мира, скажем так, да, вот накануне я беседовал с Эрканом Кутарба и задал ему вопрос о том, что есть мнение, например, в Абхазии, что в случае конфликта с Грузией, нового конфликта, да, что Турция однозначно поддержит Грузию. И в этом смысле черкесская диаспора Турции, огромная диаспора. Как вы думаете, какую позицию она займет? Ну, скажем, да, так грубо звучит. С одной стороны, да. С другой стороны, Эркан мне парирует, что задумывается ли руководство Абхазии, что руководство Абхазии, что вообще Абхазия делает для того, чтобы позиция черкесской диаспоры, например, Турции, да, она была бы понятна уже сейчас и понятно, какие масштабы помощи могут быть в случае чего. Вот в этом смысле, как вот вы видите нашу работу, скажем, не только с Северным Кавказом, но еще и с турецкой диаспорой? Турецкая диаспора достаточно серьезно объединена. У них есть великолепная организация КАФЕД, Кавказская Федерация ХАС. Кроме этого, есть еще небольшое количество организаций. Она имеет серьезную историю, эта организация. И она, даже не надо интересоваться их мнением, они его периодически заявляют, и заявляют в серьезном формате. Буквально недавно они заявляли, как они поступят в случае конфликта, их позиция не меняется. Они придут на помощь Абхазии независимо от позиций разных государств. По одной простой причине. Там законы работают, недоступные пониманию политиков. Огромное количество черкесов, которые проживают в Турции, имеют бабушек абхазок, да, маму абхазку, абазинку и так далее. Там работать начинают вопросы крови, которые политики не учитывают. Вопросы крови трактуются однозначно. Иди и помоги своему брату, иди и помоги своему дяде и так далее и тому подобное. Кроме этого, у огромного количества черкесов, которые проживают в Турции, в Сирии и в Иордании, куча родственников в черкесском мире на Северном Кавказе. И если твои братья, представители твоей фамилии пошли помогать в Абхазии, как-то поддерживать Грузию не очень понятная ситуация. Вот, поэтому я думаю, нет, там вопрос однозначный. Другой вопрос, что Абхазия очень плохо работала все эти 30 лет по развитию связей. Связи у нас остались на культурном уровне. Приехали, потанцевали на каком-нибудь фестивале, покушали, разбежались, обнялись. Ну, иногда дали гражданство, кто-то приехал, проголосовал. Так нельзя. Черкесская диаспора, абхазская диаспора в Турции, в Сирии, в Иордании, они готовы сотрудничать со своей родиной. Они сделают для нее все.
Другой вопрос, что Родина не очень заинтересована в сотрудничестве с ними. Что ты сделал для страны? Да. Кеннеди, в силу различных, политических вещей. Во-первых, мы должны задействовать их интеллектуальный потенциал. Там огромное количество людей, специалистов в различных отраслях, которых у нас просто нету. Второе, они абсолютно интегрированы в мир. То есть они наша дорога в большой мир. Третье, они патриоты. И они очень серьезные патриоты. Они мечтают на родину вернуться. Многие из них просто не имеют физической или экономической возможности вернуться на родину. Но они мечтают это сделать. Четвертое, нельзя ограничиваться только такими связями. Надо развивать экономические связи. Надо развивать политические связи. Я считаю, что у Министерства иностранных дел Республики Абхазия должны быть подписаны договора о сотрудничестве с этими организациями, с Кафедом, с Иорданской хасой, с Сирийской хасой. Мало этого, я считаю, что у Кафеда должно быть свое представительство официальное в Республике Абхазия. У них есть своя квота образовательная в Турции, которой Республика Абхазия может пользоваться и отправлять своих студентов в Стамбульский университет или в университет Анкары, давая им прекрасное образование. И я не уверен, что правительство Турции не будет учитывать мнение миллионов своих соотечественников. Да? Конечно, они могут помочь Грузии, технически, военно-техническую помощь оказать и так далее и тому подобное. Но я не думаю, что Турция заинтересована в любом военном конфликте в регионе Черного моря. Нет, Турция довольно разумное, довольно прагматичное государство. Другой вопрос, как они выступали в азербайджано-армянском конфликте. Ну, все мы знаем, что у них родственные отношения, что у них этнические отношения, что у них государственные отношения. Ну, этот лозунг, который... Да, этот лозунг. И не предвидеть этого, было бы глупо. В вопросе Грузии, я думаю, дело будет обстоять не совсем так. И Турция будет учитывать интересы миллионов своих соотечественников. В этой связи, например, уже теперь вернемся на нашу территорию, скажем так. Активная работа, культурная активная работа Грузии с республиками Северного Кавказа. Неправительственные организации, совместные конференции и так далее и тому подобное. То есть Грузия все эти годы, особенно после 2008 года, активизировалась. Да? Как оцениваете их деятельность и насколько она убедительна, скажем так, в контексте наших возможных сложных отношений именно? Я положительно к этому относился и отношусь по одной простой причине. Многие не очень понимают, они думают, у нас вообще такая вот мания преследования, шпиономания и так далее развита в обществе, это еще с советских времен. Грузия нормальное государство, которое должно иметь свою кавказскую политику. Они должны иметь свою кавказскую политику, они должны налаживать отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Абхазией, и с Осетией. Я как с этносом сейчас говорю, да, и с Северным Кавказом. Если они бы выстроили нормальную, вменяемую, логичную политику, то всей этой кучи конфликтов не было бы. В буквальном смысле слова не было. Не знаю, как кто оценивает, я думаю, что в 2008 году это началось благодаря энергии тогдашнего их президента Михаила Саакашвили. Я не думаю, что это была надежда выстроить какие-то отношения, но в Грузии начала появляться вменяемая кавказская своя политика. Даже если ты хочешь с соседом подраться, надо сперва выяснить, а чего хочет твой сосед. Вот. До этого у Грузии не было никакой кавказской политики. То есть Грузия пыталась вращаться в каких-то я не знаю, космических великих, кругах, космических кругах. Они рассуждали об интересах Америки, Британии, стратегии Китая, и своих соседей просто не замечали.
Это такой имперский такой синдромчик, да? Ну а что с ними, с этими маленькими, дружить или знать, что они хотят? Нет, Грузия начала выстраивать свою кавказскую политику, и это было нормально. Они хотели развивать культурные связи, это тоже нормально, это прекрасно. Многие не знают, но город Нальчик когда-то был русский город, Слобода, и в 80-е годы грузинское население города Нальчика было на 4-м или на 5-м месте по численности. То есть это прекрасные связи были. Люди прыгали на такси, ездили в Тбилиси футбол посмотреть. Да, это шикарные связи были. И в принципе эти шикарные связи были разрушены кем? Они были разрушены Грузией. Ну и сам Бог им велел обратно все это восстанавливать. Другой вопрос, какие цели этим преследовать? Ты не можешь начинать дружить со своим соседом или там, я не знаю, для того, чтобы его обмануть. Ты не можешь дружить с ним для того, чтобы вот отобрать у него что-то и так далее и тому подобное. Ты можешь с ним дружить только для того, чтобы были нормальные добрососедские. Чтобы дружить. Да. Считаю ли я, что этот процесс должен быть между Абхазией и Грузией? Да. Дороги строят для чего? Для того, чтобы возили товары, люди ездили в гости, отдыхали и так далее. Но у нас есть огромная куча политиков, которые родом из 19 века, которые считают, что с помощью обычных человеческих вещей, электроэнергии, воды, товаров, можно делать политику. Вот мы уморим тебя с голоду, или мы не дадим тебе этого, или мы не признаем твой паспорт, или мы не сделаем этого, и вот этим мы тебе навредим. Политика «навредим» никогда хорошего никому не приносит. Если Грузия развивала этот процесс с точки зрения налаживания хороших отношений, я его приветствую. Если этот процесс был для того, чтобы потом тебе навредить, я категорически против этого. Вот такой у меня ответ. Я вот все эти вопросы, или многие из этих вопросов, они были, так скажем, подводкой к главному. Какие условия должны сложиться, или не должны сложиться, чтобы Грузия предприняла еще одну попытку захватить Абхазию, на ваш взгляд? Что должен, какой театр должен быть? Я думаю, я вообще не считаю, что это должно произойти, и я надеюсь на то, что Грузия хорошая страна, и что там должны быть вменяемые политики, которые этого не допустят. Но, к моему большому сожалению, у нас есть прецедент, когда уже один раз этого допустили. Не учитывать или забывать про это мы не имеем права. Вообще, любая армия, она должна быть немножко маниакальной, да? Она должна предусматривать план даже на случай нападения пришельцев. Учитывая, что в Абхазии армия – это народ тоже немножко маниакальный. Он категорически не верит в то, что на него нападут, но готовиться к этому должен. То есть мы всегда в хорошее верим. Мы верим, что в Грузии нормальные люди, прекрасная страна, что там будет вменяемое руководство. Но 92-й год мы забыть не можем, и поэтому мы готовы должны быть к этому. При каких условиях это может произойти? К сожалению, если так можно выразиться, спокойствие мира несколько закончилось. В мире происходит огромное количество глобальных вещей. Военные конфликты, глобализация, передел экономической модели мира и так далее и тому подобное. Вот в такую эпоху перемен попали мы все, вот наше поколение. Любые конфликты, любые глобальные процессы, они когда-то заканчиваются миром. А что такое мир? Это передел. Это передел экономики, передел границ, передел сфер влияния и так далее и тому подобное. И вот, когда происходит передел, существуют политики, которые думают, что можно достичь каких-то политических целей, да, вот, в момент этого передела. То есть существующему нынешнему или следующему руководству Грузии может показаться, так же, как Шеварднадзе ошибся, так же, как ошибались огромное количество политиков в истории человечества, да, что можно решить абхазскую проблему. Вот можно ее решить каким-то методом, да.
У человечества много мифов и заблуждений. Мы верим в высокоточное оружие, мы верим на стволах орудий, которые отливались во Франции, выливалась надпись, да, «Последний довод королей». Да? Короли верили, что пушки могут решить проблему. Кто-то верит сейчас, что хаймарсы могут решить проблему. Или дроны могут решить проблему. Вот стоит купить 10 байрактаров в Турции, можно решить проблему Абхазии. Нет, вот в том-то и дело, что это мифы. Проблема Абхазии, она математически очень проста. Хочешь завоевать? Постарайся уничтожить весь народ Абхазии. Я не думаю, что человечество готово к решению этих проблем сейчас таким образом. Я считаю, ну, я не знаю, но я считаю, что грузинское руководство тоже на это не пойдет. Но при всем при этом у нас есть прецеденты. У нас бывают преступники у власти, у нас бывают сумасшедшие у власти, всякое бывает. Если взять, в пример, ту войну, вот Михаил Саакашвили потом взял и практически все руководство тогдашней Грузии или отстранил от власти, или посадил, да, там, Сигу, Акитавани и так далее, и тому подобное. Шеварднадзе отстранил от власти. Почему? Потому что он считал, что они преступники. Но они преступники не только по отношению к Грузии, они преступники по отношению к Абхазии. И у нас есть прецедент, когда преступники захватили власть в этой стране. Если это было возможно один раз, то это может быть и 2, и 3, и 5. И мы не учитывать этого не можем. Поэтому я думаю, сегодняшний процесс, который обсуждается в абхазском обществе, он прост. Должны ли мы быть готовы? Вот вопрос как ставится. Вопрос не ставится воевать с кем-то. В Абхазии абсолютно оборонительная доктрина. Учитывая, что у нас нет профессиональной армии, мы никого завоевать не можем. Нам просто некого послать на завоевание какой-то территории. У нас доктрина оборонительная, и вопрос гласит следующим образом. Должны ли мы быть готовы? Да, мы должны быть готовы. Независимо, это будет Грузия или из моря какие-нибудь инопланетяне вылезут. Абхазский народ должен защищать свободу сам. И вопрос защиты должен находиться в руках абхазского народа. Передоверять кому-то защиту Республики Абхазия народ не будет, не хочет и не согласен. Спасибо большое за нашу беседу, за многогранность. И мои эфиры со вчерашнего дня я завершаю словами «Наунагдза Апсанра». До свидания.